В каждом из нас есть атомы, которые были частью звезд, взорвавшихся миллиарды лет назад. Так считает автор необычной выставки, посвященной 60-летию со дня первого полета человека в космос. Она открылась в Центре национальных культур ИНТы. Любовь Лапина о том, как еще можно прививать любовь к космосу подрастающему поколению. Надежда Семенова – известный в Инте мастер декоративно-прикладного творчества, художник и дизайнер. Она не просто творит, обучает искусству и детей. Уже много лет интинка работает педагогом дополнительного образования в Центре внешкольной работы. Масса творческих идей и бесстрашие помогают воплощать ей в жизнь свои самые смелые замыслы и фантазии. Новая выставка про космос принципиально отличается от всего, что она делала ранее. Давно интересовалась новой техникой, которая называется Spray Paint Art. Это техника уличных художников. Возможно, вы видели, когда бывали на улицах больших городов, как рисуют художники космические, фантастические, урбанистические пейзажи красками с помощью аэрозоля. Это «Млечный путь» – одна из любимых и самых лучших, по мнению автора, работ. Выполнена с помощью баллончиков с аэрозольной краской, причем практически мгновенно. Несколько минут и вдохновение, и вот уже на холсте космическая феерия. Я подобрала набор красок, цвет и выложила их в определенной цветовой гамме. И это получилось у меня мгновенно. Мне иногда часто приходится переделывать работы по нескольку раз. В этот же момент мне самой понравилось. Я очень критично отношусь к своим работам. А эта работа мне самой запала в душу. Думаю, даже если кто-то захочет у меня ее купить, я ее не продам. Надежда Семенова владеет самыми разными видами техник. Одна из любимых – батик – роспись по ткани. Но чтобы краски в итоге получились яркими, а сам эффект космический, используют еще и соль. В итоге без труда удается создать эффект тумана и звездной пыли. Впрочем, больше всего зрителей привлекает не межпланетное пространство, отраженное в картинах, а вот эта девушка с закрытыми глазами. Автор полотна назвала «Сны Вселенной». Многие спрашивают, почему сны Вселенной, да, допустим. Многие говорят, представьте себе, мы сами часть Вселенной. Когда мы открываем глаза, перед нами совсем новый мир. Также и у этой девушки Вселенной, образно говоря, когда она откроет глаза и проснется, начинается движение. Начинают падать звезды, вращаются планеты, образовываются новые скопления звезд, новые туманности. Работает автор не только с помощью красок и кисти. Среди подручных материалов – шпатели, крышки и даже газеты. Представлены на выставке и работы учеников Надежды Семеновой. Воспитанники творческих студий «Искусство сила» и «Галерейка» изобразили на своих рисунках свое видение космоса и всего, что с ним связано. Любовь Лапина, Наталья Домих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.